Привет, ребята! Вечер, моросит дождик, выскочил на рыбалочку. Недавно приезжал Серега, учился по джигу я, и в общем 40 километров рыбалки пробил прям эхолотом. Серега привозил эхолот хороший, и в Оконцове посмотрел глубины. Это была полезная рыбалка для меня, и сегодня я на новом месте неспроста. Нашел очередное место. Ну, в принципе, здесь было все понятно, но в общем я посмотрел, какая глубина, и был удивлен, что на этой яме рыбка должна стоять. В общем, ребят, вечер, уже подсобрался так, снарядился, начинаю монтаж, замешиваю прикормку, ну и все в этом роде. Подсадчик, 2 фидера, как обычно, столик, поставил садок уже, хотя плохая примета, ну в общем я в это не верю. В Оконцове сегодняшнее место, ребят, вот моя локация на сегодняшнюю ночь, вечер и так далее. Зарядил дождик, сегодня пасмурно. Обещали, конечно, дождик, ну вот, пожалуйста, как раз. Зашел так в заводь, такая заводь здесь, и выход с песка на моторе. Многие знают, Гладиатор 9.9. На Гладиаторе 380. Классный комплект получился, очень мне все нравится, устраивает. Бешеная лодка, много места, красота. В общем, ребят, что, побалдеем. Фидерок, классика жанра. Сегодня, правда, не солнечно, но я до сих пор босиком, потом переобуемся. В общем, замешиваемся, ребят, ну и в этом всем духе начнем рыбалочку. Так, друзья, ну что, 2 фидера готовы у меня, как обычно, стою на 2. Хотя вот многие меня отучают от одного. Ну, типа, стой на одном. Но бывает, да, бывает, что когда занимаешься одним, тут хорошая поклевка. Что-то. Ну, я не знаю, я привык на 2. Мне очень нравится. Тем более, я не в одну точку кидаю, я стою на разных дистанциях. Где-то подальше, где-то поближе. Бывает, это работает. Вот реально работает. Мне уже не раз выручало, что на один начинает клевать, второй пока молчит. Потом наоборот как-то. Ну, в общем, проверяю сразу 2 дистанции. Патерностер, 2 фидера, это жесткий у меня на 180 грамм, этот такой более лайтовый, 120, 3-метровый. Вполне достаточно, сами видите, какая дистанция. Ну, в общем, пока поводочки замешивать, поводочки пока буду делать, замешаемся. Стандартный набор, ребят, который работает вполне. Как базу использую пшено, запариваю. Ну, то бишь, беру пачку килограмм, делю пополам, то бишь одной пачки полкилограмма вполне достаточно. Сегодня у меня эксперимент, кстати, друзья, сварил я с чесночком. Пшено такое чесночное получилось. Не знаю, ну, чеснок любит вся рыба, так что, мне кажется, лишним не будет. Так, установился вот на такой косе. Здесь еще вода была недавно. У нас опять вода прыгает. Дожди были. Идем дальше. Пачка упала. Так, ну что, жареных семечек. Туды. Соответственно, кукурузку вместе с водичкой. Вот как-то так. Не знаю, взял еще пачку бисквита, точнее ванили. Думал, на ванильке постою. Ну, не знаю. Давайте еще ваниль туда, ребят. Она такая более зеленая прикормка. Я думаю, неплохой состав получится. Дождик закарполил. Обещали дождь 20%. Так и получилось. Что-то ночью дождь еще будет. Покайфуем. Погода такая нейтральная. Не жарко, не холодно. Ночью 14 градусов вроде. Что-то как-то. Все, ребята. Жареные семечки, чесночок,
кукурузка и пшено. Посмотрим. Так, тут водичку надо добавлять. Отлично. Да, такая убойная получится. Так, у меня тут старая клипса, наверное. Так точно. Но это тут не пойдет. Это мы клипс выбираем. Посмотрим. Угу, еще какая-то клипса. Клипс, конечно, очень много. Пана оставлял. Ладно, погнали. Сейчас пробьем, посмотрим. Так, ну здесь пляж. Здесь уже пляж. Ну, какая-то подъем какой-то пошел. Да, вот он идет на подъем. Угу. Сейчас, ну ладно, сейчас, ребят, посмотрим бровочку. Вот на этом подъеме, наверное, и будем стоять. Так, ну что, второй. Здесь поводок немножко подлиннее, сантиметров 70 плюс отвод 10, ну 80 примерно. Кормушка здесь полегче. Ну, я смотрю, стоит сотка. Классно стоит. Можно, наверное, менять даже. Можно даже поменять будет, мне кажется. Ну все, ребят. Дела сделаны. Будем кормить. Будем балдеть. Чуть-чуть мошка вышла. Так что кусается. Он сразу в поклевке. Мелочь. Тык-тык-тык. Ну, короче, бель стоит. Это радует. Ну, что делает? О. Короче, у меня чуть-чуть, ну, это чуть дальше получился. Сразу поклевка. Не успел. Кто там у нас? Ну, понятно. Мелочь стоит, короче, ребята. Так. Что тут у нас зацепилось? Ляпка маленькая. Ну, в общем, все, друзья, определился. Вроде как все нравится мне, нормально. Прям неплохо. В общем, поклевки есть. Заодно покормим. Понятно, что сейчас мелочь. Ну, вечером будем ждать. Огонь. Калашматит страшно, ребята. Ну, мне кажется, вечером будет поинтереснее. Тут даже какая-то рыбка. Даже бьется. Что там такое?
Ну, чуть покрупнее, ребят, ладошник. Блин, трава какая-то непонятная. Че, садок? Кошка. Вот и размочили садочек. Вот такую ладошную возьмем. Потом утром посмотрим, если что. Что-то отпустим. Тушенку хочу делать на автоклаве. Парни из леща делали, говорят, отлично. Так что я хочу тушеночки наделать. Скоро Андрюха с Питера приедет на рыбалку. Надо угощать. Что творят ребята? У меня уже один фидер висит с густеркой. Я этот покачаю, покорблю. Потом этот достаю, тот убираю, этот достаю. Ух ты! А что там такое? Что там так бодает? Ух ты, ляпочка, ребята. Ну, подкормил, вышли. Ляпочка. Мелкие, конечно. Таких надо отпускать, по сути. Но бели у нас очень много. Серега в выховод ходили. Косяками стоит, прям ужас, что творится. В общем, ребята, точку закормил. Ну, ладошники уже проскальзывают, густерка. Мелкий подлещик. Вот сейчас смотрю в данный момент. Оба загибаются. Погода радует, распогодилась. Сначала так затянуло все. Ну, в целом нормально. Уже в третью рыбалку, ребят, надеваю новый костюм. Хочу похвастаться приобретением. Взял 2 костюмчика себе и Ларисе Юрьевне. В общем, померили, все круто, ребят, все четко. Очень мне понравился костюм. Взял специально для себя подлез. Это как антигнус. Костюм так и называется, антигнус. Ну, у нас много мошки, комара, овода, да и в общем люблю, ребята, я камуфляж. Многие знают, что у меня даже лодка, палатка, я стараюсь все под камуфляж. Ну, не знаю, нравится мне. В общем, заказал, ребят, 2 таких энцефалиточки. Походил, притерся. Красота. Очень понравился. Плотный, легенький, крепенький. Такой, на мой взгляд, прям, ну, прочный материал. Вот есть, конечно, у меня много костюмов. Я стараюсь брать себе часто костюмы разные. И на подседевную у меня вообще выходы, и на рыбалку. Немножко расскажу, покажу, ребят. В общем, от команды КМФ 78 2 костюма. Прям одинаковых. А потом с Ларисой как-нибудь выеду, покажу. Ну, а в целом на себе небольшой обзорчик. Вот такой кенгурятник. Большой карман сквозной. Ну, так я называю. Карман кенгуру. Там что-то туда-сюда, как бы. Очень мне понравился. Я всегда стараюсь брать, ребята, не на каких-то там липучках, а именно на молниях. 2 боковых кармана грудных. Вот как раз это самая, наверное, печальная история. У многих выпадал вот именно с таких слепучих карманов телефон. Здесь прям круто. Положил, застегнул. Все очень мне нравится. Такие резиночки теплые. Ну, это специально, чтобы вот именно комары, вот эти мошка не залазила. Такие обманки по всему рукаву идет. С этой стороны, с этой стороны. Это обманка, ребят, под клеща. Клещ именно любит такие вещи. Он зарывается туда, и как бы их потом надо высматривать, так скажем. Ну, вот это такие обманочки, они получается здесь, вот здесь идут, на спине у меня идут. Вот эта обманочка. Соответственно, капюшон, хороший такой плотный капюшончик на утяжках. Здесь никакой молнии нету, одевается как футболка. Вот так вот. Тут тоже утяжечки. Ну и далее, какая еще фишка в нем есть, это москиточка. Соответственно, она застегивается вот так по капюшону. Опа, и все. Ну, это прям реально вот антигнус. Прям ничего лишнего, ребят. Все прям как должно быть. Я люблю такие простые костюмы. Складывается москиточка так. Отдельный кармашек сделан. Раз, застегнули. Круто. Расцветка такая приятная. Штаны, правда, ребят, не одеты, но сейчас штанишки покажу.
вечером явно их одену. Вот такие простые штанишки. Тоже вот из, ну плотненькие, ребят. Снизу резиночки. Очень люблю вот такие вещи. По краям два боковых кармана. Тоже на молнии, что немаловажно. И получается никакой ширинки здесь нету. Просто резинка идет. И вот такие, ребят, под портуху, под ремень широкие вставочки. Тоже круто. Ну, можно одеть ремень, ну, соответственно, нож на пояс. Огонь. Связался с компанией, все как бы не просто, там дал свои размеры, там, допустим, 56-й, 54-й. Значит, я заказал вот себе 56-й, Ларисе 48-й. Ну, не чтоб как бы он прям там облегал тебе как костюм, а ну, чтобы под низ можно было что-то одеть, там, ту же тельняшку, да, и так далее. Ну, помимо этих размеров, ребята попросили, то бишь, грудь, талию. Ну, они прям сделали его прям, ну, прям круто. Не просто там размер, а все прям вот под тебя сделано. Очень удобно. Мне очень понравилось, что вот, ну, смотрите, ребят, красота. Я парень не маленький, как бы, но здесь сделано так, что такой костюмчик можно и одеть, там, допустим, куда-то там, не только там на рыбалку, на охоту за грибами, а где-то там выйти там на пикник там с семьей, там, или, ну, даже по городу пройтись, там, да, допустим, в кроссовочках, так как здесь резиночки, мне очень прям по кайфу. В общем, плюсую костюмы. Потом покажу, как сидит на Ларисе. Но я говорю, вот третью рыбалку его одел, походил, посмотрел. Ну все, красота, ничего лишнего. Блин, до леса прям круто. Естественно, у ребят очень много костюмов разных комплектаций, расцветок, там, ну, под себя какой нужен. Там и теплые костюмы, и флисовые, и зимние. И различная расцветка, и, соответственно, и ценник. Так что мне зашло, ребят. Самое приятное для вас, наверное, друзья, что у ребят выпросил промокод, и кто будет заказывать по моему промокоду Дрюня, будет 10% скидка, ребятки. Так что залетайте, смотрите. Мне очень понравилось. Промокод Дрюня 10%, ребят. Делайте вещи. Окунь, ребята. Разнорыбится, короче. Место интересное. Рыбка всякая гуляет. Заглотил-то, зараза, ё-моё. Вообще жесть. О, вот это по-нашему, ребята. О, какая жирная. Самое то. Сорожка. Под вечер солнышко, друзья. Погодка такая налаживается. А завтра утром уже солнце палящее. То бишь, ну, погода распогодилась. Сегодня такой период. Я поработал сегодня в деревне. Хорошо покосил. Делами позанимался. Там у мамы немножко поработали. А вот вечер выехал. Отдыхаю.
Ну шумит, шумит, ребят, не дает прям. Тын-тын-тын-тын. Мелочи очень много. Ну, мне кажется, вечером будет хорошая рыбалка. Ближе к ночи. Плотвичка. Под вечер какие красивые вышли. Поклевать. Кто там такой? Сошел, что ли? Да нет, тут сидит. Фига себе соруга, блин. Тут мама. Ну какая, ребят. Кобыла. Таких приятно потаскать. Так, друзья, ну что, солнышко село за горизонтик. Надо уже переобуваться, мне кажется. Хорош. Ну, что, густерка, подлещик мелкий. Плотва нет, залетает. Ну, пока вот все вот в этой ноте. Ничего пока интересного. Забрасываешь поклевка, забрасываешь поклевка. Мелочи очень много. Бели стоит, вообще жесть. Так что, как-то так. Ну вот солнышко село. Сейчас посмотрим. Мне кажется, должен выходить. Время уже как раз 9 час. Нормально. Нормально. Поклевка такая была мощная. Да. Все по старой схеме, братцы. Все пока по старой схеме. Опять же жесткая поклевка, блин. А у меня тут уже вроде кто-то есть. Угу. Есть контакт, ребята. Но опять же тоже мелкий. Опять же тоже мелкий. Подлец. Подлец. Блин, да тут так поклевки ощущаются как-то интересно. Мне кажется, блин, если лечь тут хапнет тут. А дай удочку будет. Что же такой дерзкий-то? Кто ты? Парень. Все? Или тут еще? Охренеть, поклевки, конечно, я в шоке, блин. Вроде и мелочь, а так тянет. Просто бам-бам-бам-бам-бам. Ну что этот? Что, подвесил уже? Хрен поймешь, такие удары, блин, страшные. И тут рыба такая интересная. Какая-то живая. Нет, мелочь. А поклевки вон просто вот так, ребята. Отдай удочку. Ну, густерка. Чуть покрупнее. Клюет как зверь, блин. Ну, вот что-то
что-то, ребята. Что-то похожее на рыбу. Что-то похожее на рыбку. Ух ты. Что, подлещик? О. Давай, братик, сюда. Не спеши. Ух ты, еще мимо. Ну все, завалил первого. Завалил, ребята, первого. Ну вот, есть контакт. Вот такой. Ну, ребят, завалил первого. Правда, потом поклевка была сейчас сразу же на второй. Короче, тут быстро. Короче, уронил, блин, с полки все. Опарыши, блин, целую банку. Телефон, блин, в песок. Сейчас, блин, подсобрал. 10 минут пришлось потратить. Тут сыро, грязно. Уже раза два у меня такая штука была. 9 часов, начало 10-го. Начинают выходить. Это радует. Какой-то провис непонятный. Угу. Иди сюда, красавичка. Потихонечку с тобой. Без подсачника, без ничего. Интересно, ребят, клюнул так. Просто провис. И все. Без всякого лишнего. Да. Таких поклевок клещевых я еще не видел. Просто жик. И все, кончик, смотрю, поднялся, шнур провис. Да, интересно. Что, друзья, только переобулся. Все, босиком сидел. Уже все, уже дубак. Сегодня, кстати, холодная ночь. 10 градусов всего лишь. Что-то там плюс-минус. Час вообще без поклевок. Сейчас что-то одеваюсь. Шевельнул хорошо. Провис опять. Но я, короче, прозевал, блин. Ну надо же, конечно, как обычно, или что-то кушаешь, или там одеваешься. Поклевки. 10:30 стало. Особо. Взял с собой палатку, конечно, но не хочу я, ребят, я сегодня спать, отдыхать. Хочу сегодня просидеть полностью. Ночью, утрянку. Вот, и даже не ем. Пока не ем, потому что, сами знаете, поешь и начинает морить потом. Все, в общем, покидаем. Сейчас 5 кормушек дам. И ждем. Провис был сейчас. Был подлещик. Но я его прозевал. Ладно, что. Начнем.
Густерочка. Малышка, ребята. Что-то тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Домой. Мне, короче, ребят, фартит, короче, в летнее время попадать в какой-то мороз какой-то непонятный. Напротив, кстати, Мишаня стоит, сидит, рыбачит. Вечером приплыл на лодке. Вот так мы не переговариваемся, чисто по телефону. Связь вот есть. Недалеко село стоит и связь хорошая. Блин, дубак, ребята. Вчера была ночь идеальная, 18. Стоит выехать и, блин, десятка. Плюс туман, очень холодно из-за этого. И как отрезал, вообще как отрезал. Вообще перекидывал каждый минут 10 просто. Ну, парыш весь хороший. Да. Вечер такой бодрый был, а ночью нифига. Тишина. Ну посмотрим, что. Посмотрим сейчас. К утру, мне кажется, начнет. 11:30. Ждем. Ждем, ребята. Ждем. Одел флиску вторую. Что-то вообще задубел, блин. Ну как задубел, сидишь просто, ничего не делаешь, из-за этого прохладно. Сейчас к бидонке пошел, там прокинул, погулял, уже согрелся, а тут вот сидишь, вот так. Сидишь, ждешь. Любишь рыбалку? Люблю. Взял, ребята. Трофей. Мишанька. Трофей, ребята. Да. Вот это конь. Это конь. За подбородок куда-то его сёк. Даже обхватить не могу.
А? Да нет, 2, наверное. Фух. Вот это конь. Так, конь. Душка будет, Мишаня. Фух. Ночной кабан. Фух. Красота. Потихоньку, потихоньку. Блин, нормал. Ну что, братцы, завалил кабана. Завалил. В общем, приплывал Мишаня. Я, говорит, Андрюх замерз вообще, говорит, сильно. Он что-то так оделся еще слабенько. Я говорю, давай подтягивайся. Я говорю, у меня чай там туда-сюда. Погода играет, ребят, просто. Ну, сегодня 10 градусов. Позавчера ночью было 20 градусов. Ну, тут что-то маленький костерок развели. Что-то вообще не клювало. И стою возле костра с Мишкой. И, ну, вот, хорошо бубенчики. Туман поднялся, вообще не видно ни хрена. Бубенчик дзынь. Все. Я спокойно подошел сюда. Он что-то раз. Ну, как бы я думал, ну, какая-то мелочь, густерка, что ли. Ну, а потом. Короче, ребят, мне кажется, что двушка. Трофейный лещ. Это самый крупный пока сезона у меня. 1:30 ночи. Ну или утра. В общем, завалил. Вытаскивал сюда на пляж, на миляк его. Боялся, что там он подпрыгнет и все. Он такой сразу оторвет. Ну, пиццон вроде все налажен был. Так что завалил. Завалил. Поклевка, ребята. Не крупненький вроде. Под утро вышли. Ага. Не крупненький. Не крупненький. Ну что, началось, походу, возня. Сижу, жду поклевки. Думаю, что-то правый фидер мне не клювакает. А он здесь вот такой парень. Даже поклевку не слышал. Так что, друзья, перезабросы нужны. Когда ждешь леща, вот знаешь, понимаешь, что он сейчас вышел, то надо перезабрасывать. Вот сядет такая штучка. И все. Так, ребята, цепил вроде. Зацепил. Вот такой не маленький. Надо уже подсачник, походу, брать. Вот так возьмем. Тут что-то клюет. Этот качает. Ой. Стол задел еще. Неудобное расположение у меня, конечно, здесь стола. Тут слил, походу.
Тачка такая. Круто. Нормально тут. Долбил тоже. Ну, слил. Походу слил. Да, все. Слитый. Есть. Ух ты, какой бойкий. Я понимаю, выход утренний. Ну, что ты делаешь там? Успокойся. Ух ты, ну что творится, смотрите, ребята. Огонь. Вообще огонь. Бодряк. Парень. Классика жанра. Задубий. Хороший. Базаров 0. Хороший. Ух, красота. Не дают вздохнуть мне. Жестко на точке стоит лящ. Пушка вообще. Круто. Еще один в копилочку. Так возьмем, наверное. Тихо, 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 тихо. Как любят прыгать они потом. Страшно. Да, ребята, тушенка будет. Мишаня задубел, поехал домой. Не клюет. У нас пока раздачка идет. Поклевки были еще сейчас. Явно лещ. Ну вот так, друзья, на пучок. Главное, один фидер работает. Это, конечно, интересно. Это интересно, конечно. Кто-то воин. А, плотва. Утрешняя. Что-то у нас такие поклевки непонятные. Плотвичка. Один небольшенький. Ну все, ребята, утрянка закончилась, мне кажется. Встает солнышко. Опять пошел туманчик. Да, померзли сегодня мы, конечно. Я замерз, блин.
Ну, непривычно, блин. Такие перепады, блин, конечно, ночные. Это жесть вообще. Ну, в общем, 3:30. 2 часа была раздача. Ну, выдернул, ребята. Ни одного не слил. Пару, наверное, поклевок с вечера. Что-то таких. Утром, ну да, вот это чисто из-за того, что фидер второй стоит и как бы не успевал вот этот поднять пару раз. А так всех достал, полностью положил. Ну и взял бонусы сегодня. Это круто. Это круто. Так что сейчас с Лайтова сидим, отдыхаем, наслаждаемся природой. Солнышко сейчас станет, потеплее будет. А вот и солнышко, ребята. Долгожданное. Сейчас согреемся. Кто там у нас? Подлец. Подлецы еще клюют, ребят. Да, быть, ребята, тушенки, котлетам и всему прочему. Ох ты, слил, ребята. Только говорил про это, что не слил, и тут слил одного. Поводок что-то запутался из-за этого, наверное. Подлечик-то стоит еще на точке. Я что-то расслабился уже. Отловился. Даже не видел, как этот клювал, просто потащил, а он уже сидит. Вот, смотрите, что делает, ребят. Вот это надо. Подлец или кто? Да? Что нет-то? Подлец. Только перезабросил. Подлец. Не хулигань, не хулигань. Давай. Спокойненько воздуха хапнул. И домой к папке. Да, стой. Они вот потом тут шубрушные такие. Не крупный подлещик. Стоит на точке. Не крупненький. Да? Еще половину, значит. Прикормка уже добиваю. Смотрите, ребят, что делает. Солнышко уже встало. А вы маслаем еще. Спокойненько, спокойненько. Воздуха хапнул. И все. Ой. Забрызгал. Всего. Солнышко встало, а мы таскаем. Ну все, ребята, теперь точно все. Утрянка закончилась. Ну, клюет густерка, но уже неинтересно, ребята. Уже понятное дело, да, что с вечера начал отрываться по ней. Вечерком попался. Ночь вообще тихо. Вообще ни единой поклевки. Так задубели. Даже костерок пришлось развести. Ну и потом понеслась. Вот вообще часа полтора на клев был крутой просто. Вообще шикарно. Солнышко уже поднялось. Уже согревает. Хорошо. Я даже ничего не перекушивал, хотя много взял, ребят. Там и сальцов у нас, и огурчики есть. Ну, не ел, потому что хотел вот именно просидеть.
чтобы не закайфовать, не забалдеть, чтобы не, ну, там потом начинает немножко кумарить, а это очень плохо. Ну, сейчас можно что-нибудь на зуб кинуть. Утро, в принципе, можно сворачиваться, посижу еще, пускай все подсохнет, такая роса была. Потихоньку приберусь водки. В общем, спешить некуда, нормально. Жесть. Смотрите, ребят, все сырое, вообще все сырущее. Насквозь просто. Котлетосики есть. В тесте. Чайком можно. Угу. Угу. Доброе утро, ребята. 7 утра. 2 часа кимарнул. Ништяк вообще. Правда, не комары, а мухи достали. Мухи лезут в глаз, в нос. Неприятно. Поклевка. Завтракаю. Все, друзья, надо завязывать. Прикормка у меня закончилась. Докормил уже я. Густерка лупит вон одна за одной. Все, пойдем домой. Пора и честь знать. Вон какие густерки хорошие попадаются. Вообще огонь. Таких только он на вялочку жирная. Красота. С утра, ребята, сорожка залетает. Собираю лодку. Такая поклевка. Ну, бодлещик. А тут сорожка. Короче, рыбка стоит. Бели очень много. Все, начинаю сортировать вещи. Помою лодочку. Немножко освежу. И буду загружаться. Чистота, друзья, залог здоровья. Пока есть возможность, пока тепло, можно вот так ходить, то помою лодочку. Так чисто. Лодки-то у меня чисто. Немножко так помыть. Где-то все равно грязь, где-то еще что-то. Немаловажно хотел показать, друзья, то что получается помыл лодку. Ну, это мало того, то что остается за кадром, хорошенько промывая удильник от корма. Соответственно, его сушу, потому что в тубус такой не положишь. Также мою катушки, они потому что все в корме. Ну, как-то так, друзья. Такой долгий марафет. Ну, зато я знаю, что здесь все в порядке будет. И уезжая на рыбалку, я уверен, что все вымыто, все красиво, все чистенько. За вещами надо ухаживать, мне кажется. Правильно? Чтобы они у вас служили долго. Мусор
пакетики. Ну и все, в общем, друзья, смотрим результат, что получилось. Получилось у нас неплохо. Сегодня прям очень хорошо. Ну что, ребята, подведем итоги. А вот он, двушник, желтый. Много, конечно, вот таких средних. Но это, ребят, бонус, трофей. Так что я рад. Много подлещика, много очень подлещика попалось. Таких вообще куча. Но я говорю, тушенка будет, ребята. Так что нормально. Ну все, ребята, собрался спокойненько, вымылся. Люблю я вот так, чтобы все красиво, культурно было. Ну, если есть возможность, то немножко просушиваю, чтобы дома уже все приехать, разложить вещи и так далее. Рыбалка, ребят, состоялась, очень понравилось, новое место. Ну что, подведу итоги, наверное, 3,5 глубина, прикормка, пшено, ребят, очень классно видно ее на песке. Ну и в общем вечером что-то так, а вот с 1:30, сами видели, пошла раздача. Взял трофея, бонусы в этом году самый крупный, правда весы, ребят, сдохли у меня. Дома потом взвешу, скажу. Ну 2 где-то примерно плюс-минус. Может чуть больше, может чуть меньше. Ну короче в этом районе. Подлещика очень много, мелкой густеры. Даже не буду показывать, ребят, конечный результат не было, чтобы не писали там всякого разного, голодные и так далее. Я говорю, ребят, котлеты, тушенка будет. Лето продолжается, скоро август, темные ночи. Посмотрим, друзья, как будет погода. Ну все, собрался, все за мной чистенько, порядок. Я на хода. Едем заниматься рыбой. Пока. Рядом с долго не думай, сразу под нож, да? Конечно, пока не подсохла. Он еще дышит бедненько. Ой,